Ҩнызқьи жәеиза шықәсазы ҳтәылауаа Аԥсны анҭыҵрыхәашьҭра ҳәа иаԥҵаз аҳәынҭқарратә программа инақәыршәаны ҳтәылауаа Урыстәылатәи аклиникақәа рахь ирышьҭуа иалагеит. Убри аҟнытә ҩнызқьи жәаха шықәса инаркны иизаз ауал иахьазы иаркуп. С 2013 года, даже есть два счета с 2011 года, скопились долги. По решению Межправкомиссии Министерства здравоохранения погасило задолженность в размере 35,5 миллионов рублей по клиникам Российской Федерации. Это клиники Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Краснодара и также Сочи. На сегодняшний день все задолженности погашены. Шықәсык аҩныҵҟа аашәҩык инарзынаԥшуа ауаа ацхыраара рырҭоит иҳәатәуп ари апрограмма ишаҵанакуа Урыстәыла атәылауаҩра ахьрымам иахҟьаны амедицинатә гаԥсақәа змам ауааԥсыра. Саида Дылԥҳа дазааҭгылеит Аԥсны агәабзиарахьчара министрра ҿаԥхьа ариаҟара ауал зеизаз атәы. Почему скопились такие долги? Значит, во-первых, длительность по времени неоплаты своевременных долгов, плюс длительное пребывание больных в стационарах за пределами Абхазии. Это реанимационные больные, это дети новорожденные, которые находились на донашивании. Вот такой ребенок в сутки в отделении реанимации, на него затраты получаются почти на 8 тысяч рублей. Из высокотехнологичных операций, аортокоронарное шунтирование, операции нейрохирургические, если провести калькуляцию, и получается, что такие большие счета. Сейчас у нас существует строгая договоренность с клиниками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Сочи. Те пациенты, за которых мы оплачиваем, мы делаем или авансовый счет, или 100% предоплата. Только после того, как деньги поступили в клинику, пациент будет принят на лечение, на оперативное вмешательство или другой вид помощи. Иазгәаҭатәуп ари апрограмма аус шауа ҳреспублика аҩныҵҟагьы. Иааизакны Аԥсны агәабзиарахьчара министрра иаԥнаҵаз апрограммақәа быжьба ус руеит. Дара зегьы ҳтәыла анҭыҵ еиԥш уи аҩныҵҟагьы ачымазаҩцәа ацхыраара рыҭара азԥхьагәанаҭоит. Целевая программа с прошлого года называется «Лечение за пределами и на территории Республики Абхазия». Почему мы ее так назвали? Потому что есть пациенты, которые нуждаются, допустим, в офтальмологической помощи. У нас есть медицинский центр офтальмологический, который находится на территории города Сухум. И многим возрастным пациентам тяжело ехать за пределы. У нас есть договор с этой клиникой, и они обслуживаются в этой клинике, иногда даже делают какие-то операции. Агәабзиарахьчара министрраҿы иаԥҵоуп ирубас егьырҭ асоциалтә программақәагьы. Иаҳҳәап. Это по туберкулезу. Есть программа по гемодиализу, которая также требует больших вливаний, кадровое обеспечение. С этого года, касаемо кадрового обеспечения, мы будем всех студентов, которые будет оплачивать Министерство здравоохранения по окончании года, все студенты должны будут предоставить свои зачетные книжки, в которых будет прослеживаться их успеваемость. И с учетом этого мы будем решать вопрос о том, далее продолжать оплачивать данных студентов или нет. Также программа есть по призывной молодежи, программа по реабилитационному центру города Гагра, вот, ну и другие программы. Зегь раԥхьаӡа иргыланы ҳтәылауаа Аԥсны аҩныҵҟеи уи анҭыҵи рыхәашьтәра. Апрограмма иаҵанакуеит ахәыҷқәа зцәа зтәым аҳәса, ҿыц ииз ахәыҷқәа агәыхь змоу уҳәа егьырҭгьы. Урҭ рахьтә иаарласны ацхыраара зҭахаз зегьы Урыстәыла атәылауаҩра ирымоу ирымаму иахәамԥшӡакәа ацхыраара рырҭоит. Дениза Гергиԥҳа, Алықьса Баструков, Аԥсуа телехәаԥшра.